Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какой мужчина совсем скоро сделает шаг в вашу жизнь? Что это за человек? Как его узнать и зачем он вообще делает движение в вашу сторону? Загадывайте, пожалуйста, на себя, ни о ком больше думать не надо, просто загадайте на себя. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Господи, как вас четко показали. Смотрите, вот она вы, прекрасная, чудесная, и вот он. Так, ага, голубь. Он у вас голубь. Прям четко, смотрите, не орел, но голубь. Ну, в принципе, голубь тоже неплохая птица, да? Вообще такие разные с ним. Смотрите, вы такая дикая кошка, а он просто голубь. Не в обиду мужчине сказано, но просто разница в ваших менталитетах, она налицо. Но давайте разбираться. Хочу начать с вас. Раз вас показали такой необузданной, такой яркой, жаркой и неотразимой, начнем именно с вас. Во-первых, девочки, здесь четко указали на то, что вы просто мега талантливая. Мега талантливая. Я не знаю, кто вы, я не знаю, откуда вы, я не знаю ваш возраст. Но то, что вы талантливая, я просто готова поручиться за это. Здесь четко вот знак Скоробея вышел. Таланты непревзойденные. Плюс все ваши таланты, вот чем вы обладаете, по Скоробею можно монетизировать. То есть ваши таланты могут для вас приносить, зарабатывать очень много денег. Но при условии, что вы их используете, да? При условии, что вы их открываете в себе. Многие из вас, ну, допустим, зажаты, другие заняты чем-то другим. Может быть, просто банально не хватает времени на то, чтобы раскрыть свой талант. Ну, я за вас не переживаю, этот Скоробей никуда не денется, он лезет в правую сторону, значит, талант все равно рано или поздно у вас раскроется. Лучше, конечно, рано, чем поздно, но тем не менее. Да, хорошие знаки. И вообще по Скоробею здесь именно ваша судьба — жить богатой, сытой, довольной, счастливой жизнью. Еще Скоробей указывает на долголетие. Так что имейте это все в виду. Времени у вас еще ого, сколько много. Будет момент, открывайте свои таланты, живите, зарабатывайте, будьте счастливыми. Единственное, конечно, что вы доминантка. Вот от природы у вас заложен доминантный ген. То есть вы будете доминировать. Вы всегда к этому будете стремиться. И не потому, что вы такая взбалмошная, а потому, что вы очень-очень разумный, умный, знающий человек. Вы просто глупца рядом с собой не потерпите. Либо вы никогда не будете выполнять распоряжения, не знаю, там, приказов глупого человека. Это вообще не свойственно вашей природе. Вы не критикантка, вы никогда не будете говорить, что нет, я знаю, я лучше знаю. Нет, вы тактично смолчите, сделайте свои выводы, развернетесь и уйдете. Да. Но если вас, например, сделать начальником, либо вы уже начальник, девчонки, да на вас ваши сотрудники просто молятся, либо молиться станут. Потому что более грамотного начальника, справедливого, честного, открытого, ну, просто невозможно ни найти, ни встретить. У вас к этому, кстати, дар, предрасположенность. Это ваш конек — руководить и управлять. Знаете об этом. Что касается личных взаимоотношений, здесь, конечно, сложновато. Потому что мы от рождения, да, в нашей ментальности, это мужик типа главный, да, а женщина за ним. И это все вам портит. Эта ментальность все портит, эти стереотипы вам все портят, эти шаблоны, да, вы просто в них не вписываетесь. Поэтому очень сложно оформить, устроить свою личную жизнь. Это реально очень сложно. Даже если человек прям так попался хороший, и любовь, и морковь, и все хорошо, на начальных этапах вы друг друга прекрасно понимаете, все равно вы сталкиваетесь с тем, что мужчина начинает тупить. А вы не будете выполнять чужую тупую волю. Вот и все. Отсюда идут конфликты. Ну и как бы расход, развод и все вытекающие. Так, что вы еще должны о себе знать? Девочки, вы должны знать, что вам
в жизни очень сложно будет повстречать любовь, но вы ее обязательно встретите. Именно того самого, именно для себя, под себя. И вот с любимым, как говорится, и в огонь, и в воду, и счастье, и мир, и пир, и добрые люди. Это обязательно будет. Такой человек в вашей жизни 100% будет. И с этим человеком вы проживете долгую, очень счастливую жизнь. Это 100%. Здесь прям без вариантов, понимаете? У вас нет других вариантов. И не важно, сколько вам сейчас лет, по Скоробею четко показали, что жизнь очень долгая. Вот, и такой человек 100% появится. Так, ну теперь давайте вернемся к тому, кто совсем скоро сделает шаг в вашу жизнь. Совсем скоро, это прям совсем скоро, девочки. Это в течение 2 недель, 100%. А у некоторых это играется буквально там, через 2-3 дня. Произойдет это событие. Здесь вас кто-то познакомит, случайно познакомит, специально познакомит. Вы все разные, у каждого это играется по-своему. Мужчина на вас произведет впечатление, честно скажу, никакое. Никакое. Ни лицом, ни умом. Да, вы скажете, серенький, мужчина. Да, я просто пытаюсь подобрать слова такие приличные, да, вы понимаете. В общем, пресненько, да, пресненько, все будет очень пресно. Вот. А мужчине, наоборот, вы просто взорвете мозг, вы моментально похитите его сердце, вы в кровь, понимаете, в вены к нему попадете, просто залипнет на вас, девчонки, залипнет, и все. И ни о ком другом думать не сможет, только лишь о вас. Представьте, какая вы парочка. Он голубь, а вы дикая кошка, да, пантера. Что за пара? Смешная пара, правильно? Но вы это все увидите сразу. Вот вы себя представите рядом с ним и скажете: цирк, это просто цирк. Вот. А он наоборот, он же не понимает, что он голубь. Он-то думает, что он тут ого-го, хищная птица гордая, да, орел как минимум, а то и то круче. Я не могу сказать, что этот мужчина прям совсем плохой и никудышный. Нет, он хороший, он воспитанный, он спокойный, он без каких-то прям существенных вредных привычек. Он человек не озабоченный своим именем, своим авторитетом, своей репутацией. Он, в принципе, обычный среднестатистический мужчина. На ваш взгляд и вкус скучный, понимаете? Вы к таким не привыкли. Вам, если мужчину так что прям влюбиться, загореться, да, и во все тяжкие, даже если понимаете, что он никудышний, да, все равно вот вы привыкли к страстям, к эмоциям, чтобы вас зажигали. Вы не привыкли есть не соленое, да, либо не сладкое, не перченое. Вот. Не ваш это вариант, вы это сразу поймете. А вот мужчина наоборот, прям загорится вами. И будет просто вас преследовать, чуть ли в тень вашу не обратиться. Вот что вы понимали по поводу вашей совместимости. Вот видите, вы держите такую огромную чашу, да? Вот она, огромная чаша. Она просто гигантская, потому что у вас сердце огромное, у вас душа такая нараспашку, вы живете страстями. И вот он, этот мужчина, что он вам предлагает? А он вам предлагает такую крошечную крышечку. Понятно, что она не подходит. А вот он все равно будет пытаться. Он будет пытаться. В общем, девчонки, будет за вами ухаживать, красиво будет ухаживать. Он вас не впечатляет, понимаете? Вам тут даже кто-то будет говорить: да что ты делаешь, да что ты голову, видите, через 9 вас прям будут призывать к уму-разуму, да, что ты делаешь, приличный мальчик, да, приличный мужчина, что ж ты от него отказываешься, он же такой хороший, он же такой миленький, он же не пьющий, не гуляющий, с работой. А вы такая скажете: фу, нет, не мое, не тянет, я не чувствую ничего к нему. Смотрите, какой-то праздник вы вместе, праздник. Либо пойдете на праздник, либо на какое-то торжество пойдете. Вот там, вот вы на него так посмотрите и скажете: блин, не мой ты герой, не мой. Птица не моего полета. Да, прям все решится. Не тяните долго, девчонки, сразу вам говорю, не тяните долго. Чем дольше вы тянете, тем больше он будет мучиться. Пожалейте его. Он действительно хороший парень. Да, он вам не подходит. И пробовать, во-первых, вы не захотите, я это вижу. Во-вторых, что голову морочить? А если он прям совсем в вас влюбится, что тогда? Понимаете, даже, как знаете, в тихом омуте черти водятся. Представляете, сведете мужика с ума, и он прям во все тяжкие уйдет от горя, от тоски и от нереализованной любви. Пожалейте его, пожалейте. Предложите ему дружбу.
желательно в интернете, да, чтобы там прям лично не встречаться. Он хороший человек, он и помочь может, и выручить, и там на деньги не жадный. Но просто не подходит, он чисто физически вам не подходит. Ментальности, опять же, разные взгляды, вкусы. Вы яркая, горячая, страстная, а он такой, знаете, холодненький, так прям совсем холодненький. Так, семья у него, смотрите, хорошая, он чуть ли не сразу побежит вас знакомить со своей семьей. У вас это, кстати, будет очень возмущать. Да? Не успел сам познакомиться, уже с семьей тащит знакомиться. Не жалейте его, девочки, не жалейте в плане, что ага, типа мне его жалко, я с ним повстречаюсь. Не надо, если видите, что не ваше, не стоит оно того, лучше с ним дружить, переведите все в дружбу. И еще раз говорю, желательно в интернете. Потому что каждый раз, когда он вас будет видеть, это будет разбивать ему сердце. Представляете, такая прекрасная райская птичка к нему залетела в жизнь и его не хочет. Ну, это больно, это реально больно. Если честно, я вижу, что вы разобьете ему сердце. Только единственное, что я вас прошу, не разбивайте вдребезги. Смотрите, не сейчас, не в ближайшее время, но в будущем этот мужчина может для вас раскрыть зонтик. То есть оказать вам какую-то помощь, какую-то защиту, что-то для вас сделать, такое, знаете, спасительное, нужное, спасительное. Это не значит, что он вас там вытащит с горящего дома, не дай бог, конечно. Это значит, что в каком-то деле, в какой-то ситуации он может подстраховать, помочь, что-то взять на себя, какими-то своими, может быть, там каналами, связями воспользоваться. Знаете, как я вижу, цель этой отсыпки – донести до вас информацию о том, что, во-первых, вы будете счастливы, и что ваш мужчина, он обязательно будет рядом с вами, именно ваш, по судьбе ваш, и тот, с кем у вас прям все склеится, сложится. А по поводу этого мужчины вас как хотят предупредить, не отвергая его жестко, не отвергая его болезненно. Этот мужчина, он хороший, обижать его не стоит. Но и не рви с ним окончательно связи, потому что в будущем он тебе пригодится, он будет тебе нужен. Да? Либо он что-то очень хорошее, важное и полезное для тебя может сделать. Но вот не зря его показали зонтиком. Зонтик, который он расставляет над вашей головой. Над вашей. Может быть, вы, в принципе, такая женщина резкая, да? Вы привыкли правду матку прям в глаза рубить. Вот, может быть, хотят предупредить, что не надо так делать. Найди такие обтекаемые, деликатные слова для того, чтобы человека не обидеть. Вот, и не расстраивайся сильно тому, что он не оправдал твои, например, какие-то ожидания, либо оказался не тем, кого бы ты хотела рядом с собой видеть. Ты дама специфическая, тебе и мужчина такой нужен. А представляете, какая-то редкость найти, и чтобы прям пара образовалась. Не, но у вас точно такой будет, потому что за спиной у прекрасной женщины двойное сердце лежит. То есть любовь, она будет, она придет. И уже за спиной, то есть в течение, может быть, там, нескольких месяцев, ну, до конца следующего года 100%, да, вы уже будете вместе с тем, с кем вы проживете много-много долгих-долгих счастливых лет. Это 100%. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.